есть в полиции российского государства. И здесь идет криминал. Да, Вас угрожает. Вы вместе с 15 гражданами Таджикистана работали у этого человека. Он вас угрожает. Видите, как он хорошо? Он в открытой форме вас угрожает. Он прекрасно знает, что вы из Таджикистана. Да. Он прекрасно знает, что вся ваша бригада из Таджикистана. Потому что никто не будет завтра вас защищать. Вот девушка, видите, как она хорошо говорит. Не будут вас защищать. Потому что вы не дружные. 15 человек. И вот та сумма, которую вы написали, 400, почти 500 тысяч рублей, он вам не даст. Понимаете? И, скорее всего, он дальше будет вас угрожать. Но он не знает, что сегодня вы здесь. Не, он не знает. Только если он будет знать и будет просить у вас извинений. Да, дело в том, что еще, когда я ему сказала, что он же там, я вот заявление указала, то, что он говорит, то, что я ему когда сказала, что мы с этим заявлением будем обращаться в прокуратуру. Я ему по телефону сказала. Он мне сразу сказал, он мне такой, да вы идите куда хотите, то есть все, я говорю, все, мы тогда на подъезде прокуратуры, мы, говорю, вот будем обращаться с вот этим заявлением, то, что вы указали, что 200 тысяч, отдали этим, милиции, чтобы прикрывали вас, то, что какие-то документы там, то все. И он мне сказал, ну, теперь же ты дура, говорит, теперь же тебя точно найдут, жди теперь же. Значит, те сотрудники, которые получили 200 тысяч рублей, найдут вас. Теперь же они будут искать меня, типа того. Он мне вот так угрозил. Вот, и потому что я ему сказала, что у меня есть диктофон, где вы указываете, что вы отдали 200 тысяч. Вы говорили, да, уже? Ну, я им сказала, правильно записала, правильно. Да, я записала, он это даже не знал, он не в курсе был, то, что я его записываю. Прекрасно. Вот, и я пришла как будто, что Ильхам не знал русского языка хорошо, но он правда не знает русского языка. Ильхам, прошу, откуда родом? С какого района? Сарбан. Сарбан. Вот, и я пришла к нему, и он такой, типа сразу, да, ладно, вы знаете, Фаиночка, вот Ильхам сам виноват. Я говорю, а как он виноват? Вот, и я свидетелем была, как он сказал, что, когда я просто отошла, и он ему сказал, что все, Ильхам, приезжай, в 11 часов вечера на речку, мы с тобой там поговорим. А при мне он сказал, да что мне тебе здесь, что ли, почему не кафе? Чтобы ближе вода, правильно, там Ильхам утонул случайно. Да, и он мне такой говорит, вы знаете, он возле меня говорил, все нормально, по всем этим традициям закона, то, что он такой весь чистый, пушистый, никакой, неприкасаемый. Она буквально вот стоит, знаешь, она горой стоит. Она понимает, она женщина, все женщины это мужики. Они сильные, они умные, они все это хозяйство ведут. Бояться не надо, в первую очередь. Если вы сюда пришли, то все, последней инстанции. У вас больше инстанции нет. Сюда приходят все, которые из таджикистанцев, вплоть до уволенных представителей власти Таджикистана приходят. Сюда приходят и граждане России. Это уже последняя инстанция. Почему? Если вы когда пишете бумагу в прокуратуру, забирает только знать следователь, правильно? Больше никто. Но когда знает о нашем встрече, о вашем жалобе, о вашей претензии, то, что вас мучили, то вам не дают. Сейчас вас люди спрашивают, будут знать мировое сообщество. Как вы называете его? YouTube. Да пускай знает, кто хочет. Я работал в улице Чехов, там фирма. Это Московская область, город Чехов. Область, город Чехов. Я работал там, начал там 10 апреля. Прошлого года? До прошлого года. Нет, до прошлого года. До сентября месяц. До сентября месяц они просто мне чуть отдали деньги, да? Потом в последнее время, да, они остался деньги. Ну ты работал не один, а с тобой другие? Потом в последнее время мне угрожал там. Сказали, мне пока кризис, денег нету. Потом будет, когда будет деньги, потом отдам. Потом, когда он должен был вам деньги отдать? Декабря. 2015 года. Да, я 10 число позвонил, сказал, когда будет Рамбалис деньги. Они сказали, пока ждем деньги. Вот, и 21 числа, по-моему, да? Да, он сказал, подъезжай к нам, и я решила поехать с ним. Он мне сказал, вы знаете, он начал разъяснять, он начал какие-то там бумажки доставать, показывать, что за это 100 тысяч, милиция там 200 тысяч отдал, чтобы, как говорится, ребят не забирали. Я говорю, а по какому вопросу ребят-то забирали? А он сказал, как это? Вы знаете, у них были эти документы, то, что в Москве, да, там регистрация была зарегистрирована. И я такая,
Говорю, а зачем вы тогда брали их на работу? Где остальные люди? Граждане Таджикистана. Вот здесь фамилия есть? Есть. Да, вот фамилия я вижу, да. Общая какая сумма? 441 тысяча. Ну, он угрожает до сих пор вас, да? До сих пор угрожает. Ну вот последняя угроза была, это вот вчера ночью. ночью. Роман Борисович, что будем? Хорошо, с вами решаем вопрос. Они скажите мне, сказал там, скажите свой адрес. Я сказал, мне адрес есть, там написал Адлин. А ты узнать, поедешь Адлин, тебя скажешь. А вы телефон знаете, Борисович? Да. Да, мы хочешь, я сейчас позвоню здесь? Да, если можно. Алло, Роман Борисович, добрый день. Карамат Шарипов, Федерация мигрантов России беспокоит вас. Роман Борисович, у меня такая просьба к вам есть. Вы, скорее всего, уже в курсе. Вы работаете руководителем фирмы. Приличной фирмы, это города Чехова. Что произошло у вас с гражданами Таджикистана, в частности, с господином Ильхамом? А я поэтому попрошу вас дать более вот какой-то-нибудь ясный ответ, что произошло, когда вот они у вас работали. Там работали 15 граждан Таджикистана. Я слушал ваш голос. Какие-то сотрудники полиции получают 200 тысяч рублей, и они готовы это дело как-то уладить так, что граждане Таджикистана остались самостоятельными. Я попрошу вас в одном. Роман Борисович, давайте найдем общий язык в каком плане. В том плане, вы расчеты производите с гражданами, и с ними расстаетесь. Никакой там генерал-полковник вам не поможет, и меня тем более не поможет. Почему не поможет, когда это моя тетя родная? Ну, тетя, значит, должна работать или, называемый так, в другом, вот люди говорят, интересно, ну как это? Давайте забудем про генералитет, а почему? Потому что я человек военный. Мне не важно, мне факт интересует. По факту найдите общий язык и заканчивайте друг другу угрозами, хорошо? Я еще говорю, у меня есть аудиозапись, останется он для нас, это как архивный документ, хорошо? Я не знаю, чья это аудиозапись. Уважаемый, вы не готовы о сотрудничестве, правильно я так понял? Значит, господин Лихом работал, был нанят на работу в 2014 году, отработал один объект. Абсолютно правильно говорите, все правильно он так и написал, что вы даже ему деньги дали 300 тысяч, потом 30, он все подтверждает, что от вас получит. Осталось остатки их деньги, и все решайте. Роман Борисович, я вас выслушал, вы мне выслушайте еще раз. Какие полмиллиона? Я вообще понять не могу. Я вообще не понимаю, Роман Борисович, я к вам звонил по другому вопросу. Вы найдите общий язык. Россияне, вы россияне, зачем тогда мы не хотим устраивать россиянам на работу, а берем иностранцев? С какой цели? Чтобы дурить их, правильно же? Вы надурили, и вот получили вы по полной программе. Сейчас давайте общий язык находите, пожалуйста. Вот посмотрите, у нас состоялась дискуссия с работодателем вместе с вами. Конечно, в итоге он говорит, что вы ничего не должны, у вас остается еще аудио-видео запись. Я еще попрошу, что приедет, он сам приедет сюда. Я вам готов это аудио ваше, видео показать, это день, который есть. Ну, каждый раз вы по-своему говорите. Поэтому здесь будет проходиться с ним разговор. Да. Никто вас трогать не будет, я копию документов вам отдам. У вас будет. Вы можете один копию отдать ему, соответственно, и бояться не надо. Он уже ничего не сделает. Потому что уже понял. Это не тот человек, который что-то вам делает. Короче, то, что он про свою тетю говорит, мне вот это возмутило. То, что он говорит, что значит он такие дела делает и покрывает его тетю, получается. Сейчас тетю поставим тоже.